В эфире «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. О годе театра, начавшемся в стране, о роли драматурга в современном театральном пространстве, восприятии современного зрителя и многом другом мы сегодня поговорим с гостем студии, с одним из наиболее востребованных в стране драматургом, сценаристом Вячеславом Дурненковым. Вячеслав Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как оказалось, в какой-то степени вы наш земляк. Что вас связывает с Якутией? Я жил здесь, в Якутии. Я жил несколько лет. Я заканчивал школу. Это в Алданском районе, поселок Синегорье. Это под Тамотом. С 86 по 91 я жил. Так что я отчасти вернулся домой. Так. Замечательно. А как пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, это как-то случайно, стихийно совершенно сложилось, без сюжета. Так, я написал пьесу, ее заметили, и как-то постепенно это превратилось в профессию. Я не заметил это. А так я историк по образованию, но уже не работаете? Давно. Занимаюсь только драматургией, пишу для кино, для телевидения, для театра. Вы приехали в Якутск, вы здесь проводите семинар для драматургов и сценаристов. Вы уже с ними встречались, скорее всего, да? Да, мы уже набрали группу, я с ними работаю. У нас сегодня 3-й день, и начинаются уже индивидуальные занятия с ребятами. То есть у нас была какая-то общая теория сперва 2 дня, законы мы разбирали, что-то они вспоминали, потому что там много пишущих людей. А сегодня мы уже начинаем работать над замыслом каждого. А насколько у них есть интерес в драматургии? Вы знаете, интерес большой. Меня это очень порадовало, потому что интерес большой, много людей записалось. И вот мы уже общались с ребятами, со студентами. И вот я их называю студенты, так, по привычке. Да, интерес у них большой, есть замыслы, есть идеи. Посмотрим, что получится. А какие у вас впечатления сложились о них? Ну, во-первых, это такая возрастная группа, что интересно. У меня обычно как-то более-менее молодежь, 20 с чем-то лет, а здесь такой разброс получился. Очень возрастные есть, от молодежи до возрастных. То есть такой срез получился, некий общество даже, может быть, горожан, потому что это люди не только из театра, они кто-то журналист, кто-то еще где-то работает. Ну, то есть это такая городская интеллигенция. Вот это, наверное, впервые такая группа. Насколько театры сейчас испытывают дефицит в драматургах, сценаристах? Ну, вы знаете, это такой постоянный дефицит. Его нельзя удовлетворить, потому что хорошие пьесы нужны всегда, независимо от количества. Сколько в этом году было написано пьес, как правило, это 1-2 пьесы, которые становятся известными. Вот поэтому интерес, конечно, у нас театров сколько в стране. Полно. А какова роль драматурга в современном театре? Ну, это тот человек, который, соответственно, держит руку на пульсе времени. Потому что современная пьеса – это рассказ об обществе об нашем, и мы должны знать, что с нами происходит. Разумеется, роль глобальная. Еще не так давно это была такая декоративная достаточно профессия. То сейчас это, в принципе, уже даже какой-то драматург, как социальный проект получается даже. Насколько сегодня театр далек или близок от литературы, автора? Ну, вы знаете, на самом деле ситуация сильно изменилась. Он был очень далек еще в начале, скажем так, 2000-х, то сейчас ситуация изменилась. Сейчас очень много авторов интересных появилось, и уже как-то нет смысла говорить о том, что театры не замечают авторов. Замечают, работают, выходят спектакли по современным пьесам, в том числе и у вас. То есть этот процесс всеобщий по стране, я могу сказать, что да, последние 20 лет прям я как свидетель могу сказать, что востребованная профессия, достаточно востребованная. То есть идет изменение? Изменения произошли уже даже, да. А какие изменения должны произойти в репертуарном плане? Мы знаем, что 2019 год у нас в стране объявлен годом театра. Но мне хотелось бы, что от года театра, мне хотелось, чтобы, конечно, было больше современных текстов в репертуаре по соотношению. Классика никуда не денется, она уже была, есть и будет. Но чтобы театры, мне такое пожелание, выстраивали свою репертуарную политику таким образом, чтобы хотя бы было бы половина на половину.
То есть половина репертуара были бы современные пьесы. Потому что это как бы не только мое пожелание, мне кажется, это и такой заказ от зрителя некий. Существует. Нужда в этом есть. Потребность. Какие вы задачи видите современной драматургии, современного театра? Ну, понимаете, у драматургии всегда во все времена была одна задача – это рассказ о современниках. Шекспир писал не для нас, Чехов писал не для нас. Они писали для своих современников. Они нас даже представить не могли. Если бы сказали бы Шекспиру, что это будет идти веками и в разных театрах, и где-то это будут люди смотреть, он бы поразился просто. Они так далеко не заглядывали. Поэтому они писали о своих современниках. И наша задача, и наша современная, то есть она неизменна, писать, вот наш герой, это современный человек, как он живет. Я знаю про Якутию из новостей, из каких-то, но мне было бы интересно прийти в театр, посмотреть спектакль, как живет, как ощущает себя современный житель Якутии. Наверняка это есть какие-то сильные отличия. Да? А вы знакомы с пьесами якутских драматургов? Как вы можете их оценить? Вы знаете, не так, чтобы прям очень хорошо знаком. Но каких-то авторов я знаю из Якутска. Вот это Михаил Башкиров, допустим. Это интересные работы. Это интересная работа. Но вот я приехал, чтобы их стало больше. Я думаю, что вот я с ними ознакомлюсь сейчас, со своими студентами. Это вот и есть будущее якутской драматургии. Какие темы вас волнуют как драматурга? Вот хороший вопрос, потому что, вы знаете, по большому счету я постоянно об этом думаю, что меня волнует, что меня интересует, о чем я буду писать. И я бы сформулировал это так, что отношения. Меня интересуют отношения между людьми, между, там, не знаю, мужчиной и женщиной. Эта тема неисчерпаема, потому что всякое проходит. Меняется политика, меняется еще что-то, все это течет, меняется. Вот неизменно это отношения, это бездонная тема, которой можно заниматься всю жизнь, мне кажется. Пожалуй, так. Помимо взрослых, вы активно работаете и с подростками. Да. Чем интересен вам этот возраст и насколько отличается восприятие юных от восприятия взрослых? Ой, это совершенно другие люди, скажем так. Мы все были подростками. Мы можем это вспомнить, этот возраст. Он очень сложный. Он очень сложный. Это переход, который сопровождается многими вещами, факторами, неуверенностью в себе, какими-то надеждами, крахом этих надежд, сомнениями. И совершенно живые люди, эти подростки, и пишут абсолютно живые, нескованные пьесы. Потому что взрослый человек, он уже считается с чем-то в обществе, с устоявшимися понятиями. Подросток может сделать живой рассказ, где он не оглядывается ни на кого. То есть главное только помочь ему это сделать, пьесу, структурировать его замысел. Вот, собственно, чем я занимаюсь, когда работаю с подростками. Помогаю им написать пьесы, помогаю эту фантазию оформить. Даю структуру, даю форму пьесы, но все остальное это он сам. Продолжая эту тему, как можно увлечь подростков театром? Привести его в театр, и чтобы он написал пьесу. Потому что у меня подростки приходят в театр, мы занимаемся даже в театре, они знакомятся с театром. Потом они проходят все стадии репетиции этой пьесы, и в конце они получают спектакль на сцене этого театра. То есть подросток видит весь конвейер, все производство пьесы. А это ребята я привожу в театр, которые даже никогда не были в театре. Соответственно, он уже просто грамотный зритель. В итоге по окончанию спектакля, проекта мы получаем грамотного зрителя. А такой зритель приводит еще 5 зрителей. То есть это такой процесс. Мы воспитываем, пусть мы не найдем Шекспира среди подростков, но мы воспитаем грамотного зрителя. Это уже плюс. Ваши пьесы ставятся не только в России, но и за рубежом. Да. Расскажите о своих новых проектах. Рассказывать я немножко суеверный такой, да, извините, потому что все драматурги суеверные, все сценаристы, драматурги, все, кто работает в кино, в театре, они все люди немножко суеверные. Да, но сейчас есть интересный проект, но
Вот ближайший проект – это я пишу пьесу на заказ для эстонского театра. И там довольно сложная такая тема, там есть персонаж, известный эстонский деятель, певец, который был очень, вот видите, я пока не все раскрываю, который был очень популярен в СССР, который был символом даже такой дружбы между Эстонией и Россией. Ну вот как бы по мотивам его биографии. Такая пьеса. По мотивам биографии этого человека я должен написать пьесу, ее поставят в театре. В эстонском я должен уже в мае сдать текст, начнутся репетиции и прочее, прочее. Разумеется, я буду присутствовать при этом как-то, смотреть за ходом репетиции, общаться с режиссером, с актерами. Вот такой глобальный достаточно проект. Трудоемкий, потому что писать придется не выдумывать, а использовать какие-то факты, биографии. В завершении нашей беседы, что вы ждете от года театра? Ну вот, жду я, пожалуй, того, что... Ну, я, во-первых, жду нового зрителя. Мне кажется, эта задумка «Год театра», она сделана не сколько для того, чтобы взбодрить театр, а сколько для того, чтобы напомнить зрителю, потенциальному, который не был в театре, что у нас есть театр, что в него надо ходить, что как бы, двери открыты и вас там ждут. Мне кажется, самый сильный эффект был бы от того, что пришел бы новый зритель, который не ходит в театры, потому что в театры Российской Федерации, соответственно, и здесь также ходит всего лишь 4% населения. Представьте себе, 4% населения посещает театр. Это ни о чем. Вот пусть после конца года будет хотя бы 10-15%. Если будет такая статистика, я был бы обрадовался. Мы будем надеяться, что эта статистика как-то изменится в лучшую сторону. Хотелось бы. Да. Вячеслав Евгеньевич, огромное спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Вам спасибо. А я напомню, что это была программа «Актуальное интервью».